85 лет исполнилось одному из старейших научно-образовательных подразделений Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Подробнее в материале нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. У единственного в мире этнолингвистического и этнокультурологического исследовательского образовательного центра, уникального лидера российского североведения Института народов Севера, сегодня юбилей. В честь такого события в актовом зале Герценовского университета провели ежегодную конференцию «Реальность этноса». На торжественном открытии собрались организаторы мероприятия, представители правительства Санкт-Петербурга, Госдумы России, ученый совет университета, преподаватели и студенты. Уже 17-я по счету конференция «Реальность этноса» призвана раскрыть роль образования, культуры и литературы в формировании российской гражданской идентичности. Первый день конференции собрал более 200 участников из 50 регионов России. Многочисленные круглые столы и пленарные заседания с 5 разноплановыми секциями позволят участникам полностью окунуться в научный и культурный мир Севера. Планируется 3 дня работы конференции. Сегодня у нас пленарное заседание, которое проходит в колонном зале университета. Следующие 2 дня, где будут представлены мастер-классы по различным видам северного творчества, национального вида спорта, кухни. Это все будет проходить у нас в зале нашего Института народов Севера. Север был и остается одним из главных приоритетов в развитии России. Уже более 80 лет РГПУ имени Герцена готовит кадры учителей, работников гуманитарной сферы и ученых для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Здесь получили образование сотни якутских специалистов. Многие преподаватели института родом из Якутии. На первом пленарном заседании конференции решением ученого совета почетными грамотами и памятными медалями были награждены преподаватели и друзья факультета. Особое значение в научной и образовательной деятельности института имеют его широкие связи с исследовательскими и образовательными учреждениями как зарубежья, так и регионов России. Например, Северо-Восточным федеральным университетом имени Аммосова. Первый день работы конференции показал, что принадлежность к определенному этносу – это осознание того, что человек есть часть огромного наследия народа и осознание связи времен, которую он должен пронести через всю жизнь. В этом и заключается реальность этноса. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК «Саха», Санкт-Петербург.